Родина начинается с языка родного. Меня жутко бесит, когда я вижу название, например, идешь по Москве и написано там ресторан «Жара» и «Р» латинская. Это вещи очень небезобидные. Вот так вползает чужое влияние. Вообще, так сказать, язык нужно свой очень жестко защищать. Потому что лингвопсихология – это, безусловно, мощнейшее оружие. Это средство идентификации. И вообще любая попытка, так сказать, вторжения в язык, подмены терминов и слов чужими. Например, сейчас слышу, наши дипломаты говорят, надо имплементировать этот договор. Что значит имплементировать? To implement – это выполнять. То есть, нужно выполнять договор. Нет, обязательно нужно сказать имплементировать. Это как в начале XVIII века приезжали неучи, которые так и не доучились за границей, ну и, разговаривая с родителями, там говорили, по что либерфатор с утра водку жрете? Вот имплементировать договор, это вот, я не понимаю, что это за язык. Так вот, когда мы касаемся языка, надо сказать, что язык – это один из ключевых инструментов управления вот этой информационной, психологической и поведенческой войне. Потому что, как мы знаем, вот даже в народе у нас принято это говорить, язык – это душа народа. Действительно, это душа народа, потому что через язык мы воспринимаем и образы, и мысли, все. Поэтому известно такое понятие, было введено на Западе несколько лет назад, лингвистическая геополитика. То есть через ликвидацию национального языка происходит полное подчинение сознания человека. То есть через ликвидацию национального языка происходит полное подчинение сознания человека. То есть сознание общества иноязычное и инокультурному обществу. С насаждения чужого языка начинается изменение национальной идентичности.